что отрываем в этот день. Но так символично хотелось, чтобы в день принятия Конституции... Они подарили всем дополнительный выходной, но сами в этот праздничный день, день принятия Конституции Республики Татарстан, отдыхать не намерены. Памятную дату Фарид Мухаммедшин и его коллеги решили отметить круглым столом. И перед его началом председатель Госсовета Татарстана передал особые слова благодарности от действующего и первого президента республики. Правильно, говорит, сделал, что собрал всех в этот день. Нельзя, говорит, этот день забывать. И особенно важно, он сказал, забывать тех людей, которые стояли у истоков Конституции. Эти люди действительно тогда, 27 лет назад, сотворили историю современного Татарстана. В этих словах нет ни капли преувеличения. Как создавался основной закон республики, какими усилиями, переживаниями, в каких спорах, это тоже важно знать и помнить. Зиля Валеева, непосредственно участница событий, в тот период первый заместитель председателя Верховного Совета Татарстана, вспоминает, что несмотря на жаркий градус дискуссий, порой полярной позиции сторон, компромисс всегда удавалось находить. Не только внутри парламента, но и за его пределами. Депутаты тех лет смело шли в народ. Не только за поддержкой, но и за ценным советом мудрой идеи. Не зря ту Конституцию называют поистине народной. Ее писал фактически народ. Я помню времена, когда мы сидели до 2, до 3 ночи работали. Утром к 8 уже там Иван Грачев или Александр Штанин сидели уже и говорили, мы вот все-таки после того, как разъехались, еще подумали, вот мы новую формулировку привезли. Но, тем не менее, это была работа. За эти годы на основе этой Конституции и договора сложился образ жизни. Образ жизни и статус Татарстана, он сохраняется в таком же виде, фактически. Впрочем, все более отчетливо и громко звучат голоса о пересмотре этого статус-кво в российской, а значит и татарстанской конституции. Причем голоса эти не только ортодоксальных ученых-правоведов, но и некоторых политиков, иногда вполне уважаемых. Этим сторонникам ревизии основного закона страны, конечно, хорошо известно, что внести изменения в его основополагающие статьи невозможно без проведения повторного референдума. То есть практически это нереально. Что же предлагается? Фактически менять Конституцию грубо и топорно в угоду политической конъюнктуре. Конституция – основа, фундамент государственности, я бы даже сказал, для современного Татарстана его каркас, и очень важно, что он остается неизменным, незыблемым на протяжении долгого периода времени. Хороший пример. За моей спиной здание Госсовета Татарстана. Оно, конечно, было серьезно модернизировано по сравнению с 90-ми, началом нулевых. Есть перемены и внутри этого здания, но обратите внимание, фундамент, каркас, остов этого здания остаются неизменными на протяжении, ну, можно сказать, десятилетий. Я вообще не сторонник того, чтобы базовый документ, базовые принципы менять под текущие политические моменты. Потому что завтра момент политический может быть другой, завтра подпишут договор, да? Поэтому эти базовые вещи трогать нельзя. Вот голоса я постоянно слышу, что республику надо ликвидировать и так далее, поэтому всякое может случиться. Но это не значит, что можно отменить народы. Поэтому я вот являюсь специалистом, в том числе в свое время еще даже в начале 90-х писал о национальной культурной автономии. Даже если все вот свести к национальной культурной автономии без государства, то там, где народ живет компактно, из национальной культурной автономии всегда получается государство. Потому что есть потребности в школьном образовании, в газетах, там, в изданиях разных, вообще в культуре, и это автоматически приводит к государственному существованию. Наша Конституция родилась в такой переходный период, и российская, и татарстанская. Лишь бы ребенка из люльки не выкинуть с водой, понимаете? Значит, те завоевания демократические, которые есть в российской Конституции, вот те призывы некоторых политических партий, оппонентов, значит, там, Единой России, коммунистам говорят, все, кончать надо, национальный там и так далее. Вот эта опасность, она всегда присутствует. Но дискуссии, поэтому, вот, тем более в научной среде, в депутатском корпусе, никто не запрещает вести. Дискуссий профессиональных, предметных по вопросам федерализма как раз-таки не хватает. Создается впечатление, что Москве на данном этапе это и не нужно. А в чем потребность? В чем потребность? В чем Татарстан ущемлен? Да? Вот в целом, по сравнению с кем бы то ни было.
что мешает? Вот надо определить, если что-то нам мешает развиваться более успешно, да, или, может быть, какими-то там прорывными темпами, к чему всю Россию призывают, а она все никак. Вот. Ну тогда да, тогда возникает вопрос, что это бы надо обсудить. Если учитывать, что у нас 80% всех средств аккумулировано в Москве, конечно, регионы не могут развиваться. И требовать от них давайте развивайтесь в условиях, когда у них нет ни прав, ни бюджетных механизмов, ни возможностей, политической воли нет. Россия без федеративного устройства просто не может развиваться. Вот когда, это же не только татар касается, фактически регион России обескровленный. Вот я буквально недавно видел, сейчас 2 триллиона долгов есть у регионов российских. Как могут развиваться российские регионы, имея такие бюджетные недостатки? И поэтому этот федеративный строй, когда не все в центре решается, это просто неизбежность для России. Но чем быстрее это поймут современные власти России, тем лучше для России. Должны быть локомотивы, которые должны идти впереди, они должны тащить за собой, двигать всю эту ситуацию. И если, строго говоря, мы попробуем вот так вот все это как тоненьким слоем размазать, для всех сделать одинаковые условия, мы не получим того эффекта роста. Именно федерализм, причем не в формальном виде, а по существу, может стать фактором роста, в том числе и для экономики России. Почему Москва пока не слишком воспринимает эти идеи? Возможно, из-за боязни, что это будет воспринято как уступка регионам, тому же Татарстану. А возможно, в Москве действительно уверены, что предпосылок к этому просто нет. Скажем, есть Институт конституционных судов в национальных республиках и уставных судов в краях и областях России. Но реально он работает полноценно и эффективно только в нескольких регионах, в том числе в Татарстане. Очень много обращений мы принимаем, рассматриваем. На сегодняшний день только в 15 субъектах Российской Федерации действуют конституционные уставные суды. Раньше было в 18 субъектах Российской Федерации. Можно услышать, что в России есть вся таблица Менделеева, есть огромные богатства, но это потенциал. Потенциал надо уметь реализовывать. И, к сожалению, являясь самой богатой в потенциале страной, Россия не является самой благополучной, к сожалению. Значит, проблемы все-таки есть. И поступательное развитие Татарстана в последние лет 30 как раз говорит о том, что мы, в принципе, на правильном пути. Мы можем только призывать к дискуссии, переговорам по нашим общим проблемам и вопросам. А для этого мы сами должны стать другими. Не только более сильными экономически, но и более зрелыми в общественном и политическом плане. Федерация состоится тогда, когда субъекты федерации будут населены ответственными, осознающими свои права, готовыми за них бороться, готовыми выбирать тех, кого надо, а не тех, кого укажут, да? То есть, когда созреет условие так называемого гражданского общества. Нужно проявлять большую активность, и нужно понимать, что республика происходит от латинского слова res public, да, то есть общее дело. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.